положение русских армий было очевидно. Первая западная армия под командованием Барклая де Толли располагалась в Литве. 12 русских дивизий противостояли 17 французским во главе с самим Наполеоном и генералом Эженом Багарне. Вторая западная армия во главе с генералом от инфантерии Багратионом прикрывала Белоруссию. Против его 6 дивизий были брошены 11 французских дивизий генерала Жерома Бонапарта и маршала Даву. Третья западная армия генерала от кавалерии Тормасова размещалась на Волыне. Ей противостоял австрийский корпус генерала Шварценберга. Силы Тормасова, отрезанные Полесскими болотами, не могли быстро соединиться с первой и второй армией. Дунайская армия адмирала Чичагова находилась в Молдавии. Между Россией и Османской империей уже был подписан мир, и Чичагов в любой момент был готов выступить на помощь остальным силам. Таким образом, русские войска были разбросаны вдоль западной границы на 800 километров. В то время как войска Наполеона вошли в Россию, император Александр уже приближался к дворцу Беннингтона, хозяина бала. Император не стал тогда прерывать бал, но вынужден был удалиться. За ним последовали генералы, а через несколько часов народу сочетали величайший манифест императора России Александра I. Неприятель вступил в ряды наших и продолжает нести свое оружие внутрь России, надеясь силой и соблазнами потрясти спокойствие великой всей державы. Он положил в уме своем злобное намерение разрушить славу ее и благоденствие. В лукавством сердца и резкий устав несет он вечные для нее цепи и оковы. Мы, призвав на помощь Бога, поставляем преграды ему войска наши, чтобы согнать с лица земли нашей. Мы не можем и не должны скрывать от верных наших подданных, что собранные им разнодержавные силы велики. Сил ради, при всей твердой надежде на храброе наше воинство, полагаем, что необходимо нужно собрать внутри государства новые силы, которые составляли бы вторую ограду от укрепления первой и защиты домов, жен и детей, каждого и всех. Мы взываем ко всем нашим верноподданным, ко всем сословиям и состояниям духовным и мирским, разрешая их вместе с нами единодушным и общим восстанием содействовать против всех вражеских замыслов и покушений. Да найдет он на каждом шагу верных сыновей России, поражающих его всеми средствами и силами, не внимая никаким зигуанкастам и обманам. Да встретит он на каждом дворянине пожарского, в каждом духовном Полицына, в каждом гражданине Мирина. Народ русский, храброе потомство храбрых славян, ты неоднократно сокрушал зубы стремившихся на тебя львов и тигров. Соединитесь все, с крестом в сердце и с оружием в руках. Никакие силы человечества вас не одолеют. Александр,